Цервено-Батантайский улус – это соседние районы, северные районы, и это полюс холода. И сейчас мы слово передаем Артемьевой Марии Николаевне. Мария Николаевна, подключайтесь, мы вас пока не слышим. Мы сейчас включим вашу презентацию. Ваша задача говорить следующий слайд, следующий слайд. Мария Николаевна, мы вас пока не видим, не слышим. Подключайтесь. И, коллеги, я пока Мария Николаевна подключается, скажу, что у нас остается буквально 54 минуты, и за это мы должны уложиться по 5 минут. Мы должны представить вот сейчас в течение часа 7 проектов. 5 проектов нам представит Верхоянский район, и 2 проекта нам представит Цервено-Батантайский район, как раз-таки про тот проект, про юрту мира, о котором мы вчера еще говорили в начале наших гражданских выходных. Мария Николаевна, мы вас не слышим. Готов ли Сыроватский Дмитрий Константинович Цервено-Батантайского улуса? Вот такой вопрос. Дмитрий Константинович, можете ли вы сейчас начать рассказать про юрту мира? Коллеги, Наталья Владимировна тогда, Сартанский наслед, готовы ли вы сейчас представить нам проект, пока у нас коллеги подключаются, Цервено-Батантая, Сыроватский Дмитрий и Мария Николаевна с Батагая. Наталья Владимировна, коллеги. Так, Сартанский наслед, Наталья Владимировна подключается. Гибко, быстро. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Наталья Владимировна, буквально 5 минут мы вам даем. Прошу представить проект. Один из отдаленных наследов Верхоянского улуса. По реке Яна можно доехать. Наталья Владимировна, вам слово. Ага, я вас слушаю. Здравствуйте, участники форума. У меня нет презентации. Увы, я не подготовила. Можно, да, просто текст? Да, конечно. Ага. Вот, как сказали, Сартанский наслед самый отдаленный и труднодоступный наслед Верхоянского района. В наследии проживает 522 человека. И в 2018 году в целях создания условий для наших общественных организаций наследия мы создали единую общественную организацию КСО «Сетим», куда входят все наши общественные организации наследия. Это Совет отцов, Совет матерей, и в наследии у нас функционирует 5 ТОСов по микрорайонам. И КСО «Сетим» у нас цель нашей организации очень обширная. Это и социальная поддержка населения, и образование, и спорт, и ЗОЖ. Ну, включаются все наши социальные вопросы наследия. Ну, за 3 года существования мы работаем как бы внутри наследия. Мы никуда в республику никуда не выходили, даже в районе только у нас одна конференция была, куда в прошлом году, в год патриотизма и гражданственности. И ну, у нас в наследии своими силами там проводятся субботники, акции по озеленению наследия, помощь ветеранам, малоимущим семьям. Вот такие акции мы проводим. Озеленение. Мы два раза пытались участвовать в фонде президентских грантов, но, увы, к сожалению, мы еще не выигрывали. Но мы хотелось бы вот познакомить вкратце с 2 проектами, которыми мы участвовали. Первый проект называется «Уличная спортивная площадка. Территория здоровья и успеха». Общая сумма на реализацию проекта 2 832 с копейками рублей. И там 2 миллиона фонд гранта и 823 тысячи – это софинансирование со стороны
наследной администрации было. Ну, у нас в наследии молодежь, численность молодежи составляет 70, где-то 70 человек до 40 лет, учащихся школы 90 человек, и у нас нет возможности молодежи заняться физической культурой и спортом. Для этого вот мы хотели бы создать уличную спортивную площадку, такую хорошую, оснащенную с беговыми дорожками, уличными тренажерами, футбольным полем. Вот с этим связан вот наш проект. Цель вовлечения наибольшего числа детей и подростков, молодежи, жителей села в активный и здоровый образ жизни, популяризация спорта и здорового образа жизни. Ну, тут задачи были: подготовить территорию под обустройство, приобрести спортивную площадку, доставить оборудование по спортивной площадке, монтаж, оснащение и проведение мероприятий, способствующих популяризации спорта и здорового образа жизни. Вот. И второй проект у нас назывался «Юный фермер Арктики». Так как я сказала ранее, вот одним из видов деятельности КСО «Сетим» является тоже профессиональная поддержка развития деятельности образовательных учреждений в наследии. В арктическом селе есть множество проблем в школах. Это нехватка учителей и слабая материальная техническая база. И вот ситуация в школе очень связана с дальнейшим развитием наследия. Наталья, я вас перебиву, потому что у нас время идет. Я поняла суть ваших проектов. Скорее всего, может быть, если вы подавали проект на фонд президентский грант, скорее всего, я видела ваш проект. Вот краткое описание, то, что отражается на сайте, да, фонда президентских грантов. Моя задача с вами связаться. Мы, по идее, лично с вами знакомы, поэтому я прошу перезвонить мне завтра. Я хочу увидеть вашу идею, ваш проект, что вы хотите достичь. Про юного фермера. Фермера — это прямо очень интересный проект. Я думаю, что это очень актуально, и я могу вам посоветовать, так как у меня сейчас есть на сопровождении один проект, который реализуется в Чурапче. Там как раз-таки есть у них проект «Мир сельских профессий». По аналогии есть такое направление в проекте, поэтому я хочу вам их показать на их примере, как она реализуется. Дети там получают не только корочки вот этих юных специальностей, да, которые нужны именно на селе, и также они занимаются усвоением практических навыков. И как раз-таки в рамках этого проекта они приобрели при поддержке фонда президентских грантов трактор, там, доильный аппарат, да, вот все это возможно, главное, чтобы мы видели ваш проект и вашу идею. Что касается спортивной площадки, то это, в принципе, возможно, нам нужно просто упаковать ваш проект, мы с вами, я думаю, что свяжемся. Спасибо, что представили проект, и сейчас вот на связи нам сказали, что подключается Артемьева Мария Николаевна, Верхоянский район. Мария Николаевна, слышите ли вы нас? Видите ли нас? Мы вас не видим. Еще, Надежда, смотрите, у нас есть южный, значит, молодежный форум в Южном федеральном округе проводится. Вы пометьте себе, там как раз он аграрный, и я думаю, что нужно просто проработать в этом направлении. Я дам вам человека, напомните мне. Мария Николаевна, мы вас видим. Здравствуйте. Мы сейчас включим вашу презентацию. Вы просто говорите следующий слайд, следующий слайд, следующий слайд. Мы передаем вам слово буквально 4 минутки. Хорошо, спасибо. Так, добрый день, уважаемые участники онлайн-мероприятия «Гражданские выходные в арктических районах». Я сегодня представлю проект детской общественной организации Джанга Кескеле «Будущее Верхояние», который был
стал победителем фонда президентских грантов. Название проекта «Спутник. Путь к повышению качества экологического образования». Тематика направления содействия повышению качества образования учащихся из отдаленных малокомплектных школ. Мы взяли этот проект, такую тему, потому что в наших школах, наверное, и во многих школах не ведутся уроки по экологии. Но, тем не менее, с каждым годом экологические проблемы становятся все острее. Поэтому мы думаем, что необходимо создать какую-то систему образовательную, систему экологическую, чтобы, начиная со школьного возраста и даже детсадовского возраста. Так, дальше, следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Так. Целью нашего проекта является создание сетевого пространства взаимодействия с образовательными учреждениями района для повышения уровня патриотического, экологического воспитания и образования обучающихся отдаленных малокомплектных школ. И основная идея проекта заключается в том, чтобы создать сеть учебных экологических троп образовательных учреждений района. Выполнение задач проекта координируется совместными усилиями детской общественной организации «Будущее Верхояние» Джангескеля, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный детский центр». Также создана инициативная группа из учителей-энтузиастов, биологов, географов и координаторов общественной организации «Будущее Верхояние», активистов российского движения школьников. Сейчас в этой группе у нас 14 участников из 10 школ района. Со временем, думаю, что наши ряды пополнятся еще. Так. Совместным решением мы инициативную группу назвали «Ойкос-Яна». А также этим летом, прошлым летом мы должны были организовать летнюю школу «Юные исследователи Верхояния» под руководством Малышевой Нины Васильевны, где преподаватели Северо-Восточного федерального университета должны были вести обучающие курсы. Но в связи с пандемией коронавируса вот эта школа не состоялась, но думаем, что в будущем году обязательно состоится, будущим летом. Так, с ВФУ у нас есть подписан договор о совместном действии. Так, следующий слайд. Так, первым мероприятием, который проведен в рамках проекта, стал конкурс рисунков логотипа сети учебных экологических троп. В этом конкурсе всего участвовало 43 обучающихся, 10 руководителей из 8 образовательных учреждений. Победителем конкурса стала Слепцова Алина, ученица 9 класса Орловской средней школы. И по ее макету создан единый логотип сети учебных экологических троп в 2 вариантах. Следующий слайд, пожалуйста. Так, также в сентябре организован велопробег по маршруту Батагай-Столбы, Истах Атбага. На местности Атбага во время гражданской войны белогвардейцами был расстрелян Михаил Лаврентьевич Новгородов, чье имя сейчас носит Верхоянская средняя школа. Там участниками велопробега установленная памятная доска с восстановленным текстом той исторической доски, которую установил в свое время Илья Колесов. И эта доска сейчас находится в музее города Верхоянска. Также должны были тут участвовать дети
должны были мы подготовительную работу вести сначала, да, но так как, опять же, помешал COVID-19, мы решили собрать инициативную молодежь, и в велопробеге всего участвовало 11 человек, в том числе 4 активных молодежи с села Столбы. Дальше следующий проект. Следующий проект. Слайд. Ага. Так, создаются экологические тропы. Сейчас уже создана в 7 школах. Надо сказать, что экологические тропы уже есть, были, например, в Орлахской, Барановской школе, в Вегинской школе. В некоторых школах сейчас на этапе еще планирования вот, создания экологических троп. Всего на экскурсиях по экологическим тропам в этом году участвовало 109 детей и 42 взрослых. Выходов было организовано 13. Так. Дальше. Следующий слайд. Так, сейчас ведется по направлению знатоки родной природы курсы экологического обучения в рамках дистанционной школы Вепьяна. Результаты будут подведены в середине декабря. Так, ну, мы о своей работе опубликовали в газете «Вести Верхояне», а также в инстаграм-странице районного детского центра опубликовано. И еще в декабре должны вот собрать уже отчеты, альбомы со школ об их работе в экологических тропах. Мария Николаевна, Да. прошу подытожить, да? свое выступление. Замечательные проекты, интересно, вы являетесь также победителем фонда президентских грантов. Я бы хотела вам задать один такой вопрос. Вот сейчас, буквально вот участвуя на ярмарке социальных проектов, может быть, у вас есть свой один конкретный или два вопроса, какие ресурсы вам нужны, какой вы проект хотите продвигать, развивать, и в чем мы можем, как единый ресурсный центр и эксперты, которые сейчас присутствуют и смотрят вас, вот какую поддержку вы хотели получить, советы? Ну, мы будем продолжать этот проект пока, да, но у нас очень большая такая цель тоже. При районном детском центре мы хотели бы организовать теплично-огородное хозяйство. Теплично-огородное хозяйство, и для этого хозяйства на территории авиапорта уже выделена нам земля, но там нужно уже оборудовать, ограждение делать, теплицы строить, короба делать и так далее, да, поэтому нам бы хотелось тоже в каком-нибудь гранте или в какой-нибудь программе участвовать, чтобы финансирование какое-то получить. Есть, наверное, такие эти программы, да, грантовые. То есть вам нужны ресурсы, вам нужны ориентиры, как дальше вот вашу идею. Да, как бы эту идею воплотить, да, хотелось бы. А потом бы вот это не только способствует вот развитию теплично-огородного хозяйства, да, как бы сельского хозяйства, но это же уже в будущем была бы большой поддержкой в организации отдыха детей, летнего отдыха детей. В Батагайской школе более 800 учащихся, и летом очень многим некуда выезжать. Ну, конечно, там около 100 человек, наверное, выезжают южные районы или в Россию выезжают, но многие же остаются, им даже в села некуда ехать, да, поэтому вот организация
летнего отдыха очень остро стоит, мне кажется. Ну, как видите, да, может сейчас Жанна Александровна подключится. А вот смотрите, действительно у нас сегодня интересно так выходит, что летняя занятость у нас действительно, тем более в Арктике, это действительно в связи с дороговизной авиабилетов, да, действительно возникают такие вопросы. Это поселок городского типа. Мария Николаевна давным-давно занимается проектированием, у нее были замечательные экологические проекты, действительно в Батагае, в поселке городского типа, действительно сложно организовать доступ как таковой для детей, занятость, да, но есть и традиционные формы, конечно, они есть, лагерь, но нужно вот как раз-таки Мария Николаевна, такой человек, который каждый раз, вот, и экологические проекты были, я помню, да, и научно-практическая конференция всегда продвигает проекты школьников, и вот сейчас у нее такая идея по тепличному народному хозяйству на территории Портовской зоны Батагайского поселка, да. Спасибо за Смотрите. комментарий. Да-да-да, рекомендации. Я прям быстро, прям по рекомендациям. Первое, это капитан Грантов. Подпишитесь, пожалуйста, подключите телеграм-канал, кто-то, то есть у вас там подключит, и отслеживайте капитан Грантов. Это первое. Второе, форум Восток. Вы записываете просто сейчас, потом промониторите, посмотрите. Форум Восток точно на проекты. Это во Владивостоке проходит молодежный форум. До 30 лет могут принимать участие как раз молодежные проекты, но не только, можно по всей России подавать, как Ростов я вам тоже отправила. Вот. Дальше, волонтеры-экологи. У нас стоит задача президента, да, как раз увеличить количество волонтеров. Раз вы занимаетесь экологией, пожалуйста, обратите на тему вот именно волонтерства в сфере экологии. У нас прям направление есть отдельное. Я вам скинула там в чате, пожалуйста, можете все забирать, кто смотрит нас сейчас. Чистые игры. Подключитесь. Я отправила Ольге Анатольевне уже контакты, потому что, ну, там руководство, и Ольга Анатольевна может сама напрямую связаться уже с коллегами, если будет такой от вас запрос. Чистые игры – это тоже такое мероприятие, ребятам будет интересно, посмотрите в этом направлении. Ну и третье – это… Возможно, нужна стратегическая сессия, прямо мы увидели, да, запрос, Надежда, это к вам уже тоже, как ресурсному центру, нужна стратегическая сессия, вот именно помочь созданию проектов, да, таких, потому что проекты глобальные, пишут сразу на большие суммы, и это иногда бывает проигрышная история. Поэтому постарайтесь разбить на маленькие проекты, условно раздать их молодежным инициативам, чтобы ребята подавались в разные конкурсы, инициативные граждане подавали также, да, и как вы некоммерческая организация. У меня вкратце все, ну, то есть требуется стратегическая сессия как раз вот через экологию, да, организация детского отдыха, через культуру организация детского отдыха, через спорт организацию детского отдыха. То есть, ну, вот, наверное, нужна такая будет отдельная площадка. Спасибо. Спасибо большое, действительно, нам нужно это. И сейчас, если Эвена Батантайский к нам подключился, Староватский Дмитрий Константинович, про проект Юрта Мира, мы вас пока не видим, не слышим. Давайте тогда мы слово передадим Батагайской школе. Мы вот видим на экране коллег. Да, вот подключайтесь, звук включите, мы вас пока не слышим. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, Батагайская школа. Почему вы отключили вот, ваши лица не видно? Ой, да, есть. Теперь видим. Ага, видно, слышно, да, видно. Вы презентацию отправили? Отправляли, да. Так, а как называется проект? Сейчас наш IT-специалист подключит. Ага, два проекта у нас. Создание беспроводной школьной сети в поселке Батагай. С этого начнем, да? Хорошо. Сейчас тогда наш IT-специалист подключает, а вы уже начинаете. Буквально 4 минуты. Ну, пока подключается, мы начнем, да? Да, хорошо. Приветствуем участников такого нужного мероприятия, актуальнейшего, да, благодарим за предоставленную возможность выступить на этой площадке. Батагайская школа представляет вообще собой такую опорную школу района,
Обучается 682 ребенка. Это почти половина всей численности учащихся Верхоянского района, да? Работников 57. И в контексте развития цифровой образовательной среды в России, в частности, наша школа тоже старается идти в ногу со временем, но есть ряд проблем, конечно, да, в ракурсе этой темы. И сегодня сделать хотелось бы акцент на двух из них. Первое – создание сети и вообще СОС, да, как условие для полного освоения образовательных программ в условиях арктической зимы. Вот, арктическая зима, ну, чтобы помочь представить, да, по сути дела, у нас начинается с 25 ноября и заканчивается во второй половине марта месяца. Это часто аномальные холода в сочетании с очень непродолжительным световым днем. И на протяжении этого периода велика вероятность того, что для учащихся начальных классов, иногда для среднего, редко для старшеклассников, по метеоусловиям и распоряжению учредителя объявляются так называемые актированные дни. То есть дети остаются в домах и получают домашние задания. То есть проблема качественного дистанционного обучения у нас существует всегда, тем более сейчас, во время пандемии. Да? Сейчас накладываются актированные дни и довольно-таки укороченные уроки. И второй аспект – это переход всей системы образования в единую систему под названием «Сетевой город». Да? Мы в сетевом городе, конечно, представлены, но еще не в той полной мере, в которой хотелось бы, по единственной причине, да, низкой скоростной возможности нашего интернета. Вот, допустим, осенью, когда происходит массовый переход детей в ту или иную школу, повсюду происходит активное формирование баз данных учащихся, да, вот, из-за нашей школы, получается, иногда бывают сбои и в других ОУ, потому что происходит дублирование детей. Нас слышно, нет? Вот, и в этом аспекте мы, конечно, на месте не сидим, мы тоже ищем выходы, да. Если в школе мы как или иначе создаем какие-то условия, да, для обеспечения доступа к глобальной сети, мы работаем с несколькими провайдерами, это Ростелеком, Дозор, Телепорт, проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», вот, и Восток Телеком, да, то для учащихся и некоторых педагогов, особенно молодых, это остается слабым звеном. Да? И в этой связи мы заключили, так скажем, пока устное и предварительное письменное соглашение в июне 2020 года, начали сотрудничество с ООО «РТК-сервис». Да? Разрабатываем проект строительства школьной сети в поселке Батагая, поскольку у нас оптоволоконная сеть – это далекое, ну, обозримое уже, слава богу, будущее, да? И расходы по первичному закупу оборудования, строительства узла связи в школе берет на себя партнер по реализации этого проекта, да? И на начальном этапе планируется обеспечить стабильной связью учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Я повторюсь, что у нас учащихся 682, и ну, просто нереально всех пока обеспечить, да, доступным дистанционным обучением с соответствующим оборудованием. Значит, СОБЗ – это дети где-то в количестве 72 учащихся на сегодняшний день с 1 по 11 класс. Да? Но очень кратко остановимся на вот этой точке, многоточке. Да? Сеть рассчитана вообще на 700 абонентов в будущем. Да? То есть, попросту говоря, мы для школы оборудование, в общем-то, уже обеспечим. Тарелка у нас спутниковая уже стоит. И нам нужно, чтобы каждый учащийся в доме имел соответствующее оборудование, чтобы, ну, Wi-Fi маршрутизатор он называется, да, кабель наружный 20 метров, антенны и так далее. Все это в купе стоит 8 тысяч рублей. Да? И не все семьи имеют такую возможность. И вот мы разработали этот проект в целях возможности изыскать какие-то средства, 560 тысяч рублей для обеспечения доступа к сети внутришкольной, да, через которую можно было бы полноценные уроки давать,
какой-то материал, да, накопленный, чтобы был доступен для учащихся и их родителей, и идти к более качественному образованию. Вот, по первому проекту все. Пока вкратце. У нас еще второй проект, поэтому... Сейчас подключат. Вы уже начните рассказывать. По второму, да? Да. Второй проект. Добрый день, дорогие участники сегодняшней встречи. Второй проект у нас называется Коворкинг-центр Бацку. Коворкинг-центр. Вот коворкинги как форма организации рабочего пространства становится очень интересным трендом. Век цифровых технологий, очередная промышленная революция, изменение подходов к организации большинства бизнес-процессов – это наша сегодняшняя реальность. Основная цель, идея нашего проекта – создание коворкинг-центра как свободного творческого пространства, в котором возможно развитие продуктивного диалога детей с миром культуры, профессии, экономики. То есть в свободное внеурочное время дети бы имели пространство, возможность для творчества и деятельности. Это создание зоны для сотрудничества, взаимодействия, для развития способностей обучающихся. Как уже было сказано, у нас очень большая школа, где учатся 680 учащихся. Каждый ребенок имеет свои интересы, способности, которые он получит возможность развивать. Помимо комфортного места для учебы, здесь будут созданы возможности для общения, обмена опытом и даже отдыха, что может стать одним из ресурсов повышения качества обучения учащихся. Коворкинг-центр – пространство для профессиональных проб школьников и реализации своих идей в проекты. Здесь дети будут встречаться с профессионалами разных сфер, собираться командами для реализации предпринимательских, социальных, научных медиапроектов. Это среда, в которой у детей формируются ценности своего профессионального развития, целеустремленность, ответственное отношение к своей жизни и карьере. Коворкинг-центр объединяет следующие зоны. Арт-мастерская, где учащиеся, которые хотят быть свободными в творчестве, рисовать с эмоциями от души и не бояться результатов критики. Художник не тот, кто хорошо рисует, а тот, кто смело умеет выражать свои эмоции. Фотостудия Яна, группа учащихся любителей фотоискусства. Студия по организации мероприятий СМАЯ, коллективная команда по проведению событийных мероприятий и праздников. Научная лаборатория Эврика, сообщество юных исследователей, увлекающихся наукой. Мастерская Handmade, творческое объединение уже намного разнообразное и широкое, которое может изготавливать эко-сумки, многоразовые бахилы, сувениры, украшения ручной работы и так далее, и так далее. Полиграфические услуги, копи-центр, широкий спектр услуг, где создаются полиграфические изделия, начиная от концепции до макета и самого объекта. Музыкальная студия School Stars, танцевальные и вокальные коллективы. Также предоставляются услуги по звукозаписи. Вот таким образом, учитывая многопрофильную деятельность коворкинг-центра при школе, возможно было бы решение нескольких проблем. Это организация свободного времени учащихся, и, во-вторых, это оказание востребованных услуг населению, которые нет в свободном доступе у нас в поселке. Помимо этого, в перспективе возможно открытие и работа бизнес-инкубатора, потому что лучший способ научиться чему-то – это обучение на практике. Ни один написанный бизнес-план или подготовленная презентация не даст возможности оценить все сложности работы, чем это было бы на практике. А при работе и деятельности в коворкинг-центре дети имели бы возможность все это попробовать по-настоящему реализовывать. Вот идея у нас заключается в этом. А помещение у вас есть? Ну, помещения мы используем разные, это кабинеты, технологии у нас мастерские, школа у нас достаточно большая, да, рекреации у нас. Вот каждый уголок школы мы используем, да, в творческих и развивающих целях. Угу. А скажите, пожалуйста, вы хотите тогда вот этот коворкинг, его как-то, вот эти зоны просто оборудовать, или как вы хотите это сделать? Да. Зоны, да, то есть оборудовать.
телевизионное да. оборудование, ну Ага. и расходные материалы закупать. Вот на Мгм. днях мы приобрели 3D-принтер, хотим теперь Мгм. лазерный, вот так вот потихоньку Мгм. пополнять базу и зоны оборудования. Полиграфические услуги уже вот школьникам, учителям предоставляются у нас, приобретена типография школьная, издается школьная газета вот на собственном Мгм. типографическом А ваши оборудовании. школьники участвуют в конкурсах грантовых? Сколько проектов Да, школа? участвуют, ну вот, Мгм. Сколько школа подала проектов на ага. АИС Росмолодежь? АИС Ой, Росмолодежь. туда мы не подавали, АИС извиняемся. Росмолодежь Ага. нет, но летом принимали участие Ага. в конкурсе вот фонда президентских грантов и на фонд головы Якутии. Это вы как некоммерческая Но по организация. А я техническим говорю сейчас про ваши маленькие проекты, где могут старшеклассники, ну, с 14 лет вообще ребята могут Ага. подавать на грантовые конкурсы. Ага. Опять, это не миллионные проекты. Это могут проекты быть до 300 тысяч, до Ага. 500. То есть, да, вот чтобы вот эту материально-техническую базу оснащать, и они были бы у вас координаторами того или другого направления. Вот, поэтому я вам рекомендую опять развить свой большой проект на подпроект, найти ребят, которые возглавят эти направления. Обязательно зарегистрируйтесь в АИС Росмолодежь. Прям сами зайдите, посмотрите, какие конкурсы там есть. Ага. Вот сейчас, кстати, по патриотизму до 3 Хорошо. декабря, там хоть несмотря на то, что еще на сайте выложено, но заявки принимаются там до 10 ноября принималось. Но сейчас информация, что до 3 декабря можно по патриотизму подать заявки. Там разные направления. Мгм. В том числе Мгм. добровольчество. Хорошо. Акцент сделайте у себя, вообще молодцы, то, что предпринимательство, потому что это ресурсы, но и также для себя отметьте добровольчество, чтобы ребята вот в этом направлении. Скажите, развивались. Скажите, пожалуйста, вы какие-то кейсы смотрели, где как коворкинги оформлены в других школах, не на вашей территории, а на других территориях? Да, смотрели. Где? Какой понравился больше? С кем вышли на связь? На связь ни с кем не выходили, но рассматривали А много какой кейс? достаточно Вот таких смотрите, подобных вот проектов. вам нужно посмотреть на самом деле, да, какие есть. Вот я была только в Сириусе, я понимаю, что Сириус сравнивать и вас, конечно, это просто нереально, но тем не менее там прекрасно оформленные коворкинги зоны. Вот можно посмотреть на Сириус. Я, правда, вот Ольге отправила сейчас, потому что в чат хотела выложить фото, но не выложила. Там хорошо можно лестницы оборудовать, да, вот мягкие подушки, так у нас вузы оборудуют, кстати, свои коворкинг-зоны, где ребята садятся и занимаются. То есть такие мягкие прям, и при том, что на подушке там 1100, что ли, нужно было, чтобы их сшить. Ребята сами даже шили эти подушки. Посмотрите. Потом можно библиотеку как-то оборудовать современно. Я могу дать вам как раз Да. у нас в Москве также есть библиотека, которая в новые форматы перестраивается. Вот, вы можете посмотреть свою библиотеку, как можно перестроить. Вот, По посмотрите другой библиотеке у опыт. нас, например, идет работа. А? По библиотеке как раз мы, да, перестроили. Ага. Сейчас делаем косметический ремонт и перестроили все пространство, чтобы поставить Мгм. пуф, ну, такие, зону такую Да-да-да. комфортную для Еще знаете, что работы. покройте Ага. стены, смотрите, покройте стены специальным черным, ну, такой черный материал есть, который покрывает, или пленка наклеивается, и на ней пишут прям ребята. Рисуют, пишут, да-да-да, посмотрите такую возможность. Вы вообще молодцы, огромнейший потенциал я сейчас вижу в арктических школах. Мне кажется, нужно это прям социальное проектирование, делать точки опоры, ну, то есть вот на вас, на школы. Поэтому я думаю, что отдельно нужно будет проводить стратегическую сессию для вот школ. И ну, самое главное, вы тоже участвуете в проектах и отправляйте ваших ребят на разные конкурсы. Отправляйте. Очень много конкурсов сейчас для ребят. Посмотрите еще для себя, наберите ВКонтакте или в интернете, просто «План А» называется. План А. План План А, да, план А. Мгм. Ну, наверное, все Хорошо. пока.
Да, потому что тут тут нужно много Спасибо. говорить. Да. Мгм, Также мгм. я еще раз напишу свой телефон, можете его записать. И прям не стесняться, в WhatsApp пишите, что Жанна Александровна, у нас вот такое есть, что порекомендуете. При Мгм. том, что я уже говорила, не знаю, были вы на Хорошо. связи или нет, про настольные игры. Мгм. Есть Мгм. проект во Владивостоке, лидер проекта находится, учитель, и она как раз, ну, привлекает, у нее, по-моему, 80 из 83 уже субъект или 76 субъектов у нее в школ, Мгм. которые участвуют, вот перемен требуют наши сердца, это когда на переменке играют в игры настольные. Я вам еще раз скину, пожалуйста, Мгм. посмотрите, давайте в чат еще раз отправлю. Или сделаем таким образом, вы сейчас посмотрите, да, в чате. Мгм. Екатерина Лопаткина, Да-да. я там, Екатерина Да. Лопаткина. Все. И там Мгм. ссылочки я там покидала, все, Спасибо. которые есть, вы просто скопируйте сейчас, а потом вы их все посмотрите. Мгм. Спасибо Хорошо, вам хорошо. большое и Мгм. успехов, Спасибо. очень хорошие проекты. Мгм. Спасибо, Мгм. Жанна Александровна. Продолжаем нашу ярмарку, и к нам сейчас просим подключиться Бурцеву Ольгу Павловну, руководителя информационно-правового центра Верхоянская межпоселенческая библиотека. Ольга Павловна. Я здесь, здравствуйте. Ольга Павловна, мы вас видим, слышим. Как вас, по-моему, не было презентации, вы вот так вот расскажете, да? Да. Хорошо, тогда мы передаем вам слово и буквально 5-4 минуты. Да, у меня информации немного. Расскажу вам о том, что я приняла участие в конкурсе проектов от компании Polymetal в этом году, да? Мгм. И победила в номинации «Золотое сердце». Участвовала как физическое лицо. Суть проекта в том, чтобы поощрить уже действующую добровольную благотворительную группу «Тимуровцы». Эту группу я в качестве эксперимента открыла в мессенджере WhatsApp. К моему удивлению, подключилось очень много людей, ну, для меня, да. Сейчас в группе 99 человек, и эта цифра варьируется. То есть, когда, ну, я кидаю в группу призыв о помощи, да, число участников в группе может увеличиваться вдвое. Итак, проект заключается в том, чтобы мотивировать новых волонтеров-тимуровцев на добрые дела и поддержать действующих на совершение новых добрых дел и установить ежегодную церемонию награждения от компании Polymetal. Вот именно добровольцам, волонтерам, которые в течение года как-то себя проявили. Да? Добрые дела были актуальны во все времена, и сегодня ничего не поменялось. В Верхоянском районе людей с добрым сердцем немного. А те, кто есть и реально помогают всем нуждающимся вокруг, не просят взамен ничего, не ждут даже благодарности. В числе этих неравнодушных тимуровцев есть люди, которые сами имеют право просить помощи. Это многодетные матери-одиночки, инвалиды. Поэтому поощрение их добрым делам имеет место быть, чтобы они чувствовали, что их поступки ценят, что они нужны. Таких благотворительных групп в Верхоянском районе, насколько я знаю, нету. Наша группа будет существовать долго и поможет многим нуждающимся верхоянцам, я на это надеюсь, а также благотворительные мероприятия с поддержкой от компании поднимут престиж и авторитет Polymetal, да, в глазах населения всего района и республики. Вот. Цель проекта – привлечь к волонтерской и благотворительной деятельности жителей Верхоянского района, направить энергию верхоянцев в нужное полезное русло. Вот. Задачей поставила на торжественном мероприятии закрытия 2021 года, это в зависимости от ситуации с пандемией, да, отметить активных тимуровцев, наградить грамотными и памятными сувенирами, отметить значками всех новых участников группы «Тимуровцы» от имени компании Polymetal. Вот. Срок реализации проекта до декабря 2021 года. Сумма проекта 200 тысяч. Ну вот, на этом все у меня. Можете что-нибудь спросить? Ага.
Да, скажите, пожалуйста, у меня предложение просто. Вот можно, например, проект «Добрая Арктика» запустить, ну, потому что тимуровцы – это хорошо, но, знаете, для современной молодежи, мне кажется, уже, ну, не совсем это будет понятно, вот, поэтому подумайте про «Добрую Арктику», подумайте, или «Волонтер Арктики», прям вообще такой проект запустить в целом, как рекомендация, может быть. Ну и все, и там, может, не знаю, 365 добрых дел вот в Арктике сделать. И вот такой сайт, ну не сайт имеется в виду, прям канал сделать в Инстаграм, он там автоматически выкладывается. Просто не знаю, где ваши школьники больше находятся. Но школьники сейчас в Инстаграме. Они даже говорят, вот я работаю просто на школьные полдники, мы ведем, и вы знаете, школьники сами обозначили, что им не интересно ВКонтакте уже, они больше в Инстаграм находятся. Так что подумайте. У нас не школьники, у нас активные граждане. Да, мы у у вас школьников же не можем прийти на помощь. Ага, понятно. У вас активные граждане. Мгм, мгм. Тогда, тем не менее, но все равно можно оставить «Добрая Арктика», ну, вот в том числе. Ну, И у хорошо, нас давай, волонтеры ж не только школьники у нас, да, и волонтеры, пожалуйста, также все возрасты покорны волонтерству. Поэтому Я бы скажите, хотела... пожалуйста, а где социальные сети у вас есть? Есть социальные сети, но ввиду того, что у нас в Улусе с интернетом не очень, Ага. мессенджер WhatsApp используем мы. Вот у нас группа там. Скажите, пожалуйста, ну, то есть, ну, хорошо, в записи можно какую-то там хотя бы раз в неделю выкладываете. Можете ссылочку на Инстаграм ваш кинуть или какая сеть у вас есть, где ведете? WhatsApp. Вот это не социальная сеть. Вам нужно тогда рекомендация будет, социальную сеть обязательно заведите. Пришли опять, где у вас есть интернет, а интернет есть в школах у вас, договоритесь. Я думаю, вас точно в школу впустят. Вот, думаю, в культуре тоже у вас есть интернет, можно будет приходить туда. Ну, делайте публикации хотя бы раз в неделю. Хорошо. Рассказывайте. Спасибо. Ольга, я бы хотела вас пригласить в ваш, Верхоянский район. У нас сейчас проходит школа социального волонтера, которую проводит нам Александр Гизалов. Запись первого занятия школы социального волонтера мы вам прямо отправим на флешке, да. А вторая часть школы социального волонтера именно как заниматься поиском, привлечением, развитием волонтерства на территориях. Это будет у нас как раз-таки в начале декабря. Если будет возможность подключиться онлайн, вы можете подключиться онлайн, но если не будет такой возможности в связи с низким качеством интернета, то мы, конечно же, можем вам отправить еще запись второй части. И вы прямо держитесь с нами, с нашим единым ресурсным центром, мы с вами можем, как бы говоря, развивать эту волонтерскую сеть. Спасибо большое. И сейчас у нас на связи остаются 3 проекта. Не знаю, кто сейчас начнет, но у нас вот, например, на повестке стоит Староватский Дмитрий Константинович с проектом «Юрта мира». Мы пока его не видим. У нас стоит кочевая школа воспитания производством, Кустурская средняя школа. Мы пока вас тоже не видим сейчас, но тогда мы можем передать слово Добановой Галине Феликсовне, Верхоянская школа, заместитель директора. Так, Галина Феликсовна, мы вас видим. Включите, пожалуйста, микрофон. У вас была презентация? Да, я включила микрофон. Да, я отправила презентацию. Как там называется она «Опыт участия в конкурсе социальных проектов». Опыт участия. Так, мы сейчас постараемся... В конкурсе социальных проектов. А вы пока начинайте. От Полиметалл. Здравствуйте, мне очень радостно принимать участие в этом сегодняшнем мероприятии. Я вижу своих коллег, вижу своих знакомых, даже личных. Настя, привет. Я хочу сказать, что сейчас работаю в школе и в Верхоянском районе
у нас начинается развитие промышленности, да, и появились такие компании, которые, ну, видимо, по роду своей деятельности должны вкладываться в социальное развитие региона. И сегодня я хотела бы рассказать, что у нас это был первый опыт участия в таких проектах, социальных проектах от компании «Полиметалл». И прошлой весной пришли рассылки от нашего района, от администрации района со всей информацией, что мы можем участвовать в таких проектах и так далее. Изучив, значит, все эти номинации, да, пожалуйста, сначала, да. Ага. Социальный проект, мы посмотрели, что там есть много номинаций, можно, да, следующий слайд. Следующий слайд. Социальный проект, да, вот мы получили вот эти номинации, где, например, назад можно, да, назад. Ну вот по 6 номинациям компания «Полиметалл» объявила конкурс. Очень все связаны с золотом, потому что это золотодобывающая компания. Мы, изучив все, в принципе, так или иначе, мы могли бы участвовать в разных, но все-таки выбрали для себя категорию на вес золота. Это пропаганда здорового образа жизни, создание условий для развития физической культуры, ну и так далее. Да? Пожалуйста, следующий слайд. Да, вот этапы конкурсов мы выбрали, значит, номинацию, создали проект, подали заявку и, в принципе, сейчас находимся на этапе заключения договоров. В декабре мы должны заключать договор. Но как это дальше? Следующий, пожалуйста, слайд. Да, ну тут есть календарь конкурса от «Полиметалл». В основном идет разработка, и в 2021 году заключение договоров и реализация проекта. Проект такой быстрый, за год он должен уже закончиться. Еще раз говорю, мы в апреле получили пакет документов, в июне написали проект, защитили, в августе, значит, прошли первый отбор, и нам написали письмо, что, в принципе, вы находитесь уже на финале, да, и в октябре мы получили уже финальное письмо о том, что с нами в декабре будет заключать договор. Следующий слайд. Да, еще, пожалуйста, да. Галина Феликсовна, можете еще раз сразу вот проект рассказать? Да, следующий слайд уже пойдет про проект, пожалуйста, да. Пожалуйста, слайд, я хочу опираться на слайды. Слайд следующий. Да, краткое описание проекта у нас это строительство спортивных объектов, это беговой дорожки и волейбольного поля на пришкольной территории. Партнером нашего проекта выступает администрация нашего района. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот в настоящее время у нас в городе Верхоянске нет специально отведенного места именно для занятия легкоатлетическим бегом. Нет стадиона со специальным беговым покрытием. И у нас есть новая школа, да, в 2013 году был ввод каменного здания, достаточно большая территория. Но вот эта вот территория, она голая, да, но не совсем вся использована, и мы решили, что все-таки эту территорию надо как-то обустраивать, трансформировать. У нас есть все ресурсы, у нас есть учителя-энтузиасты, у нас есть, вот видите, достижения, мы участвуем и в республиканских легкоатлетических мероприятиях, но мы не занимаем там, ну, только среди северных районов мы занимаем призовые места. Нам нужно для качественного скачка, да, хорошее оборудованной территории. Дальше, пожалуйста.
Ага. Ну вот наша цель, задачи, благополучатели, это, в принципе, понятно, да, продолжаем листать. Да, ну это мне тоже кажется понятно. Те, кто пишут проекты, есть мероприятия, есть суть и сроки проведения, да. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, ну вот наше открытие и так далее, как мы будем использовать. Дальше, пожалуйста, еще слайд. Но основные риски, пожалуйста, да, связаны, конечно, с транспортировкой, поскольку мы живем далеко, зимникам только можно доставить нам стройматериалы, и это очень сжатые сроки. Во избежание, значит, задержек транспортировки необходимо своевременное финансирование и надежный партнер-подрядчик. Но мы вышли на ООО «Трамплин», который занимался монтажом таких же площадок в Барлавской школе и Батагайской школе. Лично пригласили человека, поговорили, показали территорию. И мы ожидаем, что в нашей школе, в нашем городе смогут пользоваться этой площадкой весной, летом, осенью. И мы надеемся, что повысится качество жизни, произойдет массовая такая подъем, да, занятием, здорового образа жизни, и улучшатся наши спортивные достижения спортсменов школы. Следующее. Ну вот на этом вкратце я бы завершила свой проект. Озвучу суммы. 2 миллиона идет максимум от ООО «Полиметалл», и 650 тысяч будет софинансирование от района. Нас поддерживает глава района. Мы очень благодарны, конечно. Ну, стоит только порадоваться за вас, вот, за то, что такой проект, вас поддержали. Единственное, я бы сейчас рекомендовала, понимаете, сам проект не живет, то есть само оборудование не живет само по себе. Поэтому дайте возможность, опять вернусь к реализации ребятам каких-то инициатив, и чтобы они каждый нашел свою программу какую-то, может, какую-то индивидуальную программу расписали, да, и привлекли направления по клубам, также вернусь. Вот, ну, то есть пусть ребята пробуют теперь, давайте, вы молодцы, отдавайте теперь инициативу, когда все установки произойдут, чтобы инициатива дальше была ребят. Я тоже хотела, если можно, добавить несколько комментариев. Я соглашусь с Жанной, что это прекрасный проект, который позволит решить вам ряд проблем на вашей территории, но вот с моей точки зрения само строительство какого-то или создание какого-то объекта проблемы не решает, потому что нужно, чтобы там появилась какая-то жизнь, чтобы это использовали. И тогда, значит, нужно понять, вот кто будет пользоваться этим объектом и почему. Зачем этот объект нужен вам, вам там, где вы живете. И что вы вокруг этого объекта можете выстраивать. Вот то, про что говорит Жанна. Да? Потому что на самом деле вот, наличие... Очень часто бывает так, что во главу социального проекта ставят отсутствие какой-то инфраструктуры, детской площадки, я не знаю, там, оборудование в коворкинг-центре, отсутствие компьютеров в какой-то организации. Вот. Хотя это всего лишь средство для решения чего-то другого. Да? Компьютер нужен для того, чтобы, детская площадка нужна для того, чтобы. Вот. Поэтому вот вокруг этого нужно сосредоточиться. Это моя такая рекомендация, чтобы все на самом деле заработано. Спасибо. Спасибо. У нас представлены уже 5 проектов Верхоянского района. Молодцы. Это мои земляки. Я родом из Верхоянского района. Вижу знакомые лица и очень рада. И сейчас у нас остаются 2 проекта, но я пока на экране не вижу.
У нас должны были подключиться Курская средняя общеобразовательная школа с кочевым проектом, проектом кочевой школы. Пока мы их не видим. И проект «Юрта мира», который мы со вчерашнего дня ждем, мы пока не видим. Дмитрий Константинов, вы здесь? Нет. Ну, видимо, вот там что-то с интернетом, но я думаю, что мы выкроем время, может быть, в пятницу мы с вами как-нибудь подключимся. И сейчас у нас перерыв на небольшой обед. Мы идем, конечно, вперед. У нас сейчас, то есть отстаем от вас, у нас сейчас наступил обед. И мы буквально через час, через 45-50 минут мы подключаемся и увидим замечательные проекты. У нас остаются еще, да, Булунского улуса, это, да, Булун, Тикси, Жиганский район нам представят свои проекты.